Какие законные способы существуют в Казахстане, чтобы избавиться от долгов или облегчить долговую нагрузку? Это важная тема, потому что у многих людей сложилось впечатление, что выхода из долгов нет. На самом деле законодательство дает несколько инструментов банкротства: реструктуризация или восстановление платежеспособности. Банкротство физических лиц. Что это? Это официальное признание, что человек не может погасить свои долги. Как это работает? Подается заявление через ЕГОВ или ЦОН, либо суд. Рассматривается судом, вне суда, в зависимости от суммы и обстоятельств. После процедуры долги списываются полностью или частично. Плюсы: полное освобождение от долгов, защита от коллекторов. Минусы: в течение 5 лет нельзя брать новые кредиты. 3 года придется отчитываться от доходов. Следующее: реструктуризация долга. Что это? Изменение условий кредитного договора с банком или МФО. Как это работает? Заемщик обращается к кредитору с заявлением. Могут снизить процентную ставку, увеличить срок кредита, уменьшить ежемесячный платеж. Плюсы: долго остается, но платить становится легче. В итоге переплата может вырасти, и все равно нужно платить. Третий способ – это восстановление платежеспособности. Что это? План погашения долгов с рассрочкой, утверждаемый судом. Как это работает? Суд утверждает график выплат, исходя из ваших доходов, сроком на 5 лет. Исполнительное производство приостанавливается. Плюсы: дает время и возможность сохранить имущество. Минусы: требует стабильного дохода. Нужно строго выполнять график. Запомните, выбор зависит от вашей ситуации. Если долгов много и дохода нет, банкротство может стать единственным выходом. Если нет дохода, но выплаты тяжелые, реструктуризация или восстановление платежеспособности помогут сохранить кредитную историю и имущество. Главное – действовать в рамках закона, а не прятаться от кредиторов.